Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Общая мощность, высвобожденная за счет отключения криптоферм электроэнергии в Гагарском районе, составляет 17,2 мегаватт, а в Гудаутском – 7,5 мегаватт. В воскресенье в администрациях Гудаутского и Гагарского районов прошли выездные совещания временно исполняющего обязанности премьер-министра Владимира Делба и руководителя администрации президента Алхаса Квициния с членами штабов по противодействию незаконной добыче криптовалют. Подробности в репортаже Сарии Кварацхелия. В Гудаутском районе удалось снизить нагрузку на электросети на 7,5 мегаватт. Об этом сообщил, открывая совещание с членами штаба по противодействию незаконной добыче криптовалют, исполняющий обязанности главы администрации района Баграт Боджгуа. Обесточено 33 криптофермы, в которых было от 20 до 1500 майнинг-аппаратов. 33 объекта – это где у нас они опломбированы, они опечатаны. Ситуация практически мониторится через каждый день, что происходит. Да, поступает информация очень много о том, что люди обращаются, говорят, что есть подключение, слышим шумы. Оперативный штаб выезжает, проверяется, есть много фактов, где не подтверждено. Хотелось бы подчеркнуть, что главы сел внутри себя создали также оперативные штабы, куда входят также представители РЭСа, силовые структуры, депутаты, советы старейшины. Мы с ними разговаривали, ветераны войны, о большой просьбе, чтобы они разговаривали с людьми, доносили до них о проблеме, что на самом деле у нас какая ситуация. Но практически в неделю, к концу рабочей недели, они должны представлять ту информацию, которую они провели у себя в селах. Те статистические данные и наблюдения, которые представляются с района, характеризуют, что работа ведется в этом направлении. Единственное, что я бы попросил, чтобы показатели, которые мы видим, снижены за счет отключения работы криптоферм, и данные общие снижения по району, они должны быть расшифрованы по какой причине. И я так полагаю, что, наверное, 33, как вы проинформировали нас, 33 объекта, они сегодня находятся в режиме отключения, и повторного подключения там нет. Нет, абсолютно. Как добавил присутствовавший на встрече заместитель главы администрации Гудаутского района Валерий Авицба, главное, что нужно сделать – усилить проверку экскурсионных машин на границе, так как, по его словам, по имеющейся информации, именно они чаще всего перевозят майнинги. По 2, по 3 штуки. Вот Саурскому, машины и трансформаторы, когда завозят. Без разрешения Черноморэнерго до мая, чтобы никому не дали разрешения на установку. В Рио премьер-министра Владимир Делба уведомил о том, что в скором времени возможно возобновление учебного процесса. Однако только на основе данных со всех районов республики можно будет судить о времени, дате и условиях работы как образовательных, так и культурных учреждений страны. Как это будет, конкретные сроки, в какой форме, это, естественно, скажут только на основе сделанных выводов и исследований. Несомненно, одним из вопросов стоит увеличение учебы по неделе. Это может быть 6-дневка. Это, разумеется, сокращение каникулярного времени. В Рио премьер-министр Абхазии Владимир Делба и руководитель администрации президента Алхас Квициния также провели встречу с членами штаба по противодействию незаконной добыче криптовалют в Гагарском районе. О проделанной работе оперштаба по выявлению нелегальных потребителей электроэнергии проинформировал глава администрации Гагарского района Юрий Хагуш. В Гагарском районе высвободили 26 мегаватт. Повторных подключений не было выявлено. Каждые 2 дня штаб выезжает, проверяют все эти объекты. В основном таких проблем особых нет, все проходит спокойно. Люди относятся с пониманием. Работа будет продолжаться в том же направлении. Как отмечалось на встрече, меры, предпринятые по отключению криптоферм, произвели эффект. Многие предприниматели, осуществлявшие данную деятельность в частных домовладениях, самостоятельно отключили оборудование по добыче криптовалют. Кроме того, как говорят представители Черноморэнерго, на снижение нагрузки повлияли и погодные условия, потепление. Некоторые фермы вообще разобрали, по домам раскинули. Мы с Львовичем завтра совещание проведем.
начальник ЖЭКа или там вот кто, по подвалам, по высоткам, по всем домам. Вот с завтрашнего дня начнем обход делать. Посмотрим, кого выявим. Неверные отключения у нас были от перегрузов. Пока мы вот эти рейды не сделали, пока не отключали от перегрузов, вот где отключали какие-то участки, там отключали. Но сегодня стабильно. Все ответственные лица прониклись этой ситуацией, да, и показатели, как говорится, за тот срок, за который был промежуточный отчет, ну, они достаточно впечатляют. Полагаю, что и в будущем то же самое так будет продолжено. Может быть, здесь нужна будет и поддержка местного органа самоуправления, я так полагаю, там полное взаимодействие, да, это тоже очень важные позиции. Членов правительства также интересовала эпидситуация в районе, а также работа Гагрской ЦРБ. На сегодняшний день в больнице 34 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. Буквально последние 2-3 дня опять пошел прирост заболевших, и так получилось, что там начали уже, из тех, кто там лежит в стационаре, начали появляться тяжело больные. Из них мы были вынуждены отправить уже в Гудаут. 2 были туда отправлены, и еще около 3, наверное, в течение дня, следующих завтрашних суток, допустим, надо будет нам тоже туда отправить, потому что состояние ухудшается. Что касается медикаментозной базы по Гагрской ЦРБ, с этим на данный момент проблем нету. Что касается оснащения всех остальных дел, то же самое Юрий Львович оказывает большую помощь. Это и по подаче кислорода. Питание у нас там 3-разовое организовано, дежурство врачей, смена врачей. То есть в этом плане сейчас более-менее обстановка хорошая. Несмотря на то, что врачи тоже болели, их неким было замещать. Еще 6 человек, это которые в месяц 1 раз мы, как говорится, отправляем в помощь Гудаутскому штабу. То есть сейчас в этом плане тенденция идет на улучшение. Но вот последние 2-3 дня тяжелые больные появились, которых отправили в Гудауду. И здесь обсуждалась возможность возобновления образовательного процесса в стране. Если есть предложение в Гагрском районе, какие можно частично снимать ограничительные меры, что можно вводить поэтапно, возможно, возобновление образовательного процесса, формы, подходы его дальнейшей реализации. Это надо будет обязательно знать. В нашей стране не может так произойти, что система образования в одних районах будет возобновлена, а в других не будет. Образовательный процесс должен возобновиться на всей территории. Образовательный процесс и детские сады одним днем нельзя. Как бы запустить образовательный процесс, а там уже оно видно будет. Помимо майнинга, эпидситуации в районе и возобновления учебного процесса, на встрече также были затронуты вопросы подготовки к летнему курортному сезону. А что касается работы оперштабов по выявлению нелегальных потребителей электроэнергии, созданных по поручению президента, то она будет продолжена. Сария Кварцхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Ремонтные работы в деривационном тоннеле Ингургэс ведутся по графику. Как сообщил глава пресс-службы РУП Черноморэнерго Алхас Гагулия, в данное время в тоннеле начались бурения и цементирование. Предстоит отремонтировать участок деривационного тоннеля протяженностью 2,5 километра. Специалисты надеются, что после этого потеря воды сократятся на 15-20%. Общая протяженность деривационного тоннеля 15,5 километров, диаметр 9,5 метров. Ингургэс была остановлена 20 января. ГЭС должна возобновить свою работу в начале мая. Президент Абхазии Аслан Бжани встретился с директором Института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии имени Дмитрия Гулия Ардай Ашуба. Обсуждались вопросы, связанные с деятельностью Абиги и развитием науки в целом. Аслан Бжани интересовался также условиями работы института, состоянием здания, в котором располагается научное учреждение. Ардай Ашуба подробно проинформировал главу государства об исследованиях, проводимых научным институтом, и перспективных планах, а также о проблемах, стоящих перед Абиги. Президент отметил, что поддержка отечественной науки является одним из основных приоритетов руководства страны. У жителей села Бедет Корчалского района в буквальном смысле земля уходит из-под ног. Здесь произошел большой оползень, из-за которого село оказалось полностью отрезано от Корчала. Пострадали и домовладения. Люди находятся в постоянном страхе за свою жизнь. Репортаж Халики Трапш.
Дом трещит по швам, а земля уходит из-под ног. Именно такие печальные в данном случае эпитеты как нельзя лучше подходят для описания ситуации в селе Бедия Ткачалского района. Движущийся пласт земли уничтожил садовые угодья и домовладения 2 семей. В результате они вынуждены были оставить свои дома и переселиться к родственникам, так как оставаться в них было крайне опасно. Оползень не пощадил и центральную дорогу, соединяющую город Ткачал с селами. В результате стихии более 100 метров дороги разрушено, вследствие чего еще 2 дома оказались оторваны от большой земли. Как сообщил нам по телефону глава администрации села Бедия Джумбер Харчилава, ежедневно ситуация усложняется. В данный момент уже на машине тоже там туда нельзя подниматься. Дома как стояли, так уже разрушаются прямо на глазах. Дорога ушла. Водопроводная линия, которая питает половину села оттуда, это тоже в очень плохом состоянии. Каждый вечер с оползнями рвет нашу водопроводную сеть. Каждый день ремонтируем, перетаскиваем с места на место, тянем куда более якобы лучшее место для него находим, что вода проходила, соединяем, вот так мучаемся. Частыми причинами оползней являются продолжительные дожди, вызывающие набухание грунта. В результате этого грунт становится более тяжелым и подвижным, из-за чего происходит его смещение под воздействием собственного веса. На место происшествия в село Бедия выехали специалисты Государственного управления по землеустройству и кадастру. После обследования территории геологи пришли к заключению, что на данном участке сохранить домовладение от оползней невозможно. Проживание там крайне опасно. А вот что касается дороги, то ее возможно перенести. Но это временная мера. На данном этапе сложно говорить о финальном решении, но пути выхода из любой ситуации в принципе есть. Но следует отметить, что сам масштаб этого оползня просто колоссальный и затребует больших вложений как материальных, так и трудовых. Как можно выйти из данной ситуации? Это перенести дорогу в другое место. Именно рассматривая тот участок, можно перенести на другую сторону небольшой речушки, протекающей там. Пока такая времянка, а дальше уже нужно думать, как выходить из данного положения. В данный момент в селе Бедия Ткачалского района оползневый участок затронул 4 жилых дома и центральную дорогу, но нет никаких гарантий, что масштабы бедствия не увеличатся. Специалисты Госуправления по землеустройству и кадастру направят заключение экспертизы в правительство республики. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. По данным Всемирной организации здравоохранения, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в мире достигло 102 миллионов. Лидером по числу выявленных инфицированных остаются США. На 2-м месте Индия, на 3-м Бразилия, на 4-м Россия, а на 5-м Великобритания. По всему миру от последствий коронавирусной инфекции скончались более 2 миллионов человек. По данным на 30 января с начала эпидемии в Абхазии выявили 11 520 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 9 820 человек, скончались 172 человека. Гудаутская ЦРБ продолжает работать в усиленном режиме и принимать пациентов круглосуточно. Из 109 человек, находящихся в стационаре, состояние здоровья 51 пациента средней степени тяжести. Много и тяжело больных. Сейчас в госпитале особенно остро ощущается нехватка медперсонала, так как уехала последняя бригада российских медиков, помогавшая нашим врачам в борьбе с COVID-19. Репортаж Эсма Гуланзе. В последнее время данные Оперштаба по защите населения от коронавируса свидетельствуют об уменьшении числа заболевших. Однако поток больных в Гудаутской ЦРБ не снижается. Замминистра здравоохранения Алхаз Канджари заступил на дежурство в госпиталь в качестве врача и рассказал о ситуации в ковид-центре. Миновали нас праздники, а именно Хрифама, Старый Новый год. И не получилось у людей остаться дома. Они все-таки поехали к своим родственникам в деревня и так далее, и так далее, и так далее. Что, соответственно, принесло свои плоды, а именно рост заболеваемости, рост больных. Мы, конечно же, в ближайшее время все-таки ожидаем некий спад, да, именно поступающих больных. Но говорить о том, что сейчас он есть, я не скажу. Оценивая ситуацию со стороны, ты имеешь одну картину. Но погрузившись в процесс работы, ты можешь ее оценить немножко с другой стороны. Поэтому я в первую очередь медицинский работник, я врач.
И я не могу оставаться в стороне, когда мои коллеги испытывают колоссальные нагрузки и нуждаются в помощи. После отъезда бригады российских медиков объем работы увеличился. По словам Алхаса Канджария, катастрофически не хватает врачей и младшего медперсонала. Замминистра работает в основном корпусе здания на 4-м этаже, где лежат около 45 пациентов. У 15 из них течение болезни тяжелое. Наши врачи работают не только как врачи, а с учетом нехватки кадров они работают как санитары, как грузчики, как перевозчики, как транспортировщики. То есть выполняют абсолютно всю работу, да, и плюс, конечно же, медсестры им в помощь. Но медсестер не хватает. Помимо этого, нужно не забывать то, что, к сожалению, мы также живые люди, и многие из нас заболевают. То есть как только кто-то заболевает, это дополнительная нагрузка. Людей и так не хватает, приходится заменять и выходить из ситуации так, чтобы пациенты, которые поступают сюда, не страдали. Помимо всего, могу также сказать то, что такая же ситуация складывается и на 3-м этаже, не говоря уже об основном корпусе реанимационного блока. Ни в коем случае не скажу о том, что нет должного внимания пациентам, которые лежат на отделении, но сотрудники работают на износ. Что касается оборудования, препаратов и средств индивидуальной защиты, по словам Алхаса Канджария, их в медучреждении достаточно. Возникают ряд определенных ситуаций, когда нужны определенные группы препаратов, да, тяжелых препаратов, дорогостоящих препаратов. Ну, тогда мы вынуждены, соответственно, если у нас есть возможность, это люди обращаются в Министерство здравоохранения. И не скажу, что Министерство здравоохранения никак не реагирует. Очень многим была оказана помощь в выдаче этих препаратов. Мы говорим о дорогостоящих препаратах, подчеркиваю, это 2 препарата, которые наверняка вам известны, это Актемра и Альтрегия. Вот. В остальном, в принципе, достаточное количество и препаратов, и СИЗов, не говоря уже о диагностических каких-то моментах, то есть КТ у нас работает, рентген работает. Другой вопрос, то, что народу очень много, мы можем в связи с загруженностью, допустим, вот того же КТ-кабинета, немножко не своевременно, наверное, что ли, правильно будет сказать, получаем результаты. То есть если мы снимаем КТ утром, то можем получить только на следующий день утром, да, или в лучшем случае ближе к вечеру. Пациенты поступают сюда из разных районов республики. В основном это больные старшего и среднего возраста. Тяжелых много. Большинство целыми днями лежат на животе с трубками во рту. Другие уже идут на поправку. Основное осложнение – это двусторонняя пневмония, сопровождающаяся легочно-сердечной недостаточностью. А старшее поколение пациентов у нас поступает с сопутствующими заболеваниями, которые на фоне коронавирусной инфекции протекают уже с осложнениями, с декомпенсацией. Учитывая то, что у нас практически с самого начала ковида не хватает младшего персонала, не хватает среднего персонала, мы вынуждены привлекать родственников по уходу за больными, хотя это неправильно. И есть члены семьи, которые реально, благодаря которым многие больные улучшилось их состояние, помогли нам в выхаживании, в лечении этих пациентов. Ну, в плане волонтерства, к сожалению, его мало, единичное количество волонтеров, которые нам помогали. Практически с конца декабря до настоящее время реанимационную службу обеспечивают наши реаниматологи, работающие в Абхазии. И несмотря на это, практически уже 2 месяца нет санитарок по реанимационному блоку и нехватка медсестер. Если учитывать, что у нас сейчас реанимация на 18 коек, у нас должно по правилам в каждой палате на 3 человека должна быть 1 медсестра. То есть одновременно на смену должны заходить 6 медсестер. В настоящее время на смену, то есть на 5-часовую смену заходят 2, максимум 3 медсестры, которые ведут всех этих пациентов. На сегодняшний день в больнице проходят лечение 109 пациентов. Из них 51 средней тяжести и 25 тяжелых. Врачи вновь призывают соблюдать санитарные нормы и ответственно относиться к своему здоровью. Эсма Гуладзе, Абхазское телевидение.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 426 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 44 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ за 2 дня скончались 3 пациента. 2 мужчин 1937 и 1961 годов рождения, женщина 57 лет. Клинический диагноз пациентов – новая коронавирусная инфекция. 3 пациента скончались и в российском военном госпитале. 2 женщины 1946 и 1973 годов рождения и мужчина 1962 года рождения. В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. В Ачамчирской ЦРБ 17, в Ткварчалской ЦРБ 7, в Гагарской ЦРБ 31 человек. В российском военном госпитале в Сухуми 41 пациент. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. В Сухуми в офисе Черноморского казачьего войска Абхазии и русской общины Абхазии заработал общественный штаб в поддержку президента России Владимира Путина. В него вошли активисты общественных организаций «Русская община Абхазии», Черноморское казачье войско Абхазии, Союз казаков Абхазии, казаков-ветеранов боевых действий, Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией Отечества, Ассоциация экономического содействия российским соотечественникам в Абхазии и Абхазское казачье общество. По итогам первого заседания штаба было решено приступить к созданию в Абхазии общественного движения в поддержку Владимира Путина, а также открыть при штабе общественную приемную. В Москве состоялась встреча министра туризма Абхазии Тимураза Хишба с чрезвычайным и полномочным послом Абхазии в России Игорем Ахба, сообщает пресс-служба Минтуризма. Темой встречи стало обсуждение положения дел в индустрии туризма, а также возможности и перспективы развития туристической отрасли Абхазии. Тимураз Хишба находится с рабочей поездкой в столице России. В программе поездки предусмотрен ряд встреч с представителями российских туристических ведомств. На площади имени Сергея Багапш в Сухуме начались монтажные работы по установке фонтана. Подробности в репортаже пресс-службы столичной администрации. На площади Багапша идут работы по установке фонтана. Как отметила главный архитектор столицы Светлана Шаменкова, фонтан на площади устанавливается временно до принятия решения монументальной комиссии по увековечению памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш. Главный архитектор города входит в состав комиссии конкурса. Конкурс этот неоднократно продлевался в связи с определенными причинами, происходящими в государстве. И сейчас он должен был завершиться к 23 января. Все конкурсанты, которые представили заявки, должны были предоставить свои проектные работы и свои скульптуры, макеты скульптур в кабинет министров. В связи с ограничительными мерами, связанными с ковидом, карантинные мероприятия были продлены до 10 февраля. Соответственно, заседание комиссии по решению этого вопроса пока не проводилось. Достаточно большое количество заявок на участие в этом конкурсе было представлено. И когда комиссия определит вопрос, какая из этих работ достойна того, чтобы быть воплощенной в городе, эскизный проект поступает в работу. Это занимает определенное количество времени. Изготовление скульптуры или барельефа, который может быть установлен здесь на площади, также занимает определенное количество времени. Немаловажный вопрос, это или в принципе даже основной вопрос, это финансирование производства этих работ. По словам Шаменкова, изначально на площади собирались установить цветочную клумбу и этим ограничиться, но по многочисленным просьбам жителей города администрация столицы решила установить фонтан. До решения всех этих вопросов, чтобы площадь у нас не осталась безликой, как она была все это время, когда у нас на клумбе парковались машины, руководством города было принято решение по многочисленным просьбам наших жителей установить здесь фонтан. Главный архитектор подчеркнула, что фонтан – это личный подарок мэра городу. На его покупку не затрачены бюджетные средства администрации. И вот эта композиция, которая сейчас устанавливается на площади, это подарок городу, непосредственно главы администрации города. То есть это не за счет денег налогоплательщиков, это личный подарок мэра городу. Если комиссия будет принято решение о том, что проектным решением архитекторов невозможен здесь фонтан, и этот проект будет лучшим, то Беслан Федорович
согласен на то, что это будет демонтировано. Но для того, чтобы весь этот период времени у нас площадь была приведена в порядок, и вот принято решение по благоустройству этой территории и установке здесь фонтана. Это привокзальная площадь при полной загрузке морпорта. Эта площадь предназначается для большого скопления народа, поэтому она должна быть свободна от каких-либо больших строений. Но этот фонтан, он организовывает фактически движение пешеходов и является доминантой на этой площади. Мэр Сухума Бесланеш посмотрел ход монтажных работ по установке фонтана. Он считает, что нельзя на неопределенное время оставлять площадь в таком виде, когда на ней парковались автомобили. Ввиду того, что пока еще нет никакого решения, и на тот момент многие жители города Сухум обратились с просьбой не делать здесь цветочную клумбу, а сделать здесь фонтан. Вот, поэтому мы пошли на то решение, которое сейчас реализуем. Мы устанавливаем здесь фонтан и очень надеемся, что он понравится горожанам. Вот, а там дальше, если будет принято решение монументальной комиссии по-другому устроить и обустроить площадь, значит, он будет демонтирован, тем более, что сам фонтан приобретен не за деньги города, это инвестиционные деньги, частные. Вот, поэтому никакой проблемы нет установить его в любом другом месте. Не хочу сказать, что это промежуточное решение, пока назову это решение временным. Вот. Посмотрим дальше, как решат архитекторы, как решит монументальная комиссия. Но оставлять эту площадь в таком виде, в котором она была ранее, когда на клумбу заезжали машины и никто не реагировал. И все это время должен быть здесь вот такой мусор. И то безобразие, которое здесь было, я с этим как мэр города не согласен. Пусть не торопятся наши жители с выводами. Вписывается он в город, не вписывается в город. Когда мы полностью весь ансамбль покажем, тогда, наверное, надо будет судить. Это незаконченный объект, раз. Во-вторых, комиссия работает, я уже сказал, при правительстве, да. И каково будет их решение окончательное, и каков будет бюджет и временные рамки его реализации, вот, ну, пока неизвестно никому. Бесланешба высказал мнение столичной администрации о том, что площадь имени Сергея Багапш нецелесообразно превращать в парковую зону, так как в прибрежной части Сухума это единственная площадь, а зеленых парковых зон на всей протяженности набережной много. Я видел ряд предложений, которые наверняка поступят в комиссию. Могу сказать сразу, с чем я, например, как мэр города не согласен. Устраивать здесь парковую зону, да, вот прямо на этом месте, на площади Сергея Васильевича Багапш, я думаю, нецелесообразно, как бы это красиво не было обыграно. У нас весь город в парках и в скверах. У нас по набережной практически везде зеленые насаждения. Вот это единственная площадь, и она, мне кажется, должна оставаться площадью на долгие-долгие годы. Это морские ворота в город. Поэтому здесь должен быть красивый фонтан. Это мое мнение. Красивая площадь, обустроена, благоустроена. Ну и дальше уже как решит комиссия. А мы свою работу, как и делали, так же будем делать. Илана Какаля, Амрамич, Бадавидавец, пресс-служба администрации города Сухум. И в конце выпуска прогноз погоды. Во вторник, 2 февраля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха ночью +4, 9, днем 12-17 тепла. Температура морской воды +10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.